когда выходим, когда видим, мы предупреждаем людей, чтобы они подальше кормили хотя бы. Настоящее голубиное нашествие на Футика 52А. Рядом мечеть. Ее работники устали отгонять и пернаток, и сердобольных, которые их подкармливают. На пятничную молитву пробираются сквозь пыль и перья. К кому обратиться? Не знаю. Тем людям, которые, чтобы не кормили, они также будут продолжать кормить. Ну вот, я жалею их, кормлю. Обломать крылья сердобольности не так просто. Птиц подкармливают каждые полчаса, разбрасывают пшено, как пятничное подаяние. Тут и взрослые, и дети, и такие массовые голубиные кормушки по всему городу, в парках, скверах и дворах. И остается только что делать? Размножаться. Поэтому голуби, которые находятся в городе, они выводят птенцов. Если раньше это было 1-2 помета за сезон, то сейчас до 4. Поэтому их численность взлетела до небес. Даже ветеринары не знают, сколько их сейчас в городе. Казалось бы, милая и безобидная картина, но именно при кормлении голубей и можно заразиться от них инфекционными заболеваниями. Так что с голыми руками к ним уж точно лучше не подходить. Ребенок, или даже не только ребенок, взрослый будет кормить птиц. И тут они улетают, поднимается пыль, грязь, и все, ребенок вдыхает и может заболеть. То есть появляются такие признаки, как воспаление верхних дыхательных путей, пневмония может быть. Самое популярное заболевание – это орнитоз больных птиц. Видно сразу по их внешнему виду. Вялые и облезлые. Их число может достигать до 50% от общего количества голубей. За рубежом их называют пернатыми крысами, но большинство казанцев берут их под свое крыло. Голубей надо кормить, птиц надо кормить. Ее кто накормит, кроме человека? Перебор птиц – это значит лишняя зараза. Сейчас в Казани ни одна служба не регулирует их популяцию. Единственный способ – запустить закон джунглей, умерить аппетиты голубей, чтобы снизить количество крыльев. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.